Владислав Григорьевич Ардзинба. Именно так он остался в моей памяти. А сейчас, когда читаешь воспоминания, труды современников, часто слышишь, что в памяти народа он остался как наш Владислав. Но для меня он всегда был Владислав Григорьевич Ардзинба. Впервые, конечно, узнал я о нем в период войны, когда мне было 5 лет. Я хорошо помню это время, когда моя семья собиралась у телевизора и ждали новостей с фронта. И в тот момент, когда говорили, сейчас будет выступать Ардзинба, мы понимали, что нужно замолчать и соблюдать тишину, и нарушение этой тишины могло быть чревато подзатыльником от родителей. Конечно, тогда мы не понимали того, что он говорил и какое это значение имело для нас. Но четко в памяти осталось то ощущение, что после его выступлений то напряжение, которое было в каждой семье в период войны, на мгновение напряжение спадало, наступало спокойствие, уверенность в будущем. Вот, может быть, это смешно, но для детского сознания Ардзинба оказался человеком, который никогда не болеет, который никогда не нервничает, который всегда знает, что ему делать, куда идти. Сверхчеловек, супергерой, который может решить любой вопрос. Первый раз встреча с ним у меня произошла на свадьбе у моего дяди. Я хорошо помню этот момент, когда он сидел на лавочке среди людей и посадил себе на колено какого-то мальчика, которого ему подвели, обнял, поцеловал его, что-то ему вручил. И тогда охватило чувство, наверное, ревности какой-то у меня, что а почему не я на месте этого мальчика? Я хорошо очень это помню. Это сравнимо, наверное, с тем, когда отец обнимает младшего брата, и старший стоит в сторонке, да, и завидует, и ревнует как-то. Вот что-то такое я ощущал в этот момент. Уже дальше, с возрастом, начинаешь обращать внимание совершенно на другие моменты. Вот когда сейчас, работая на госслужбе там, или где-то, ты понимаешь цену труду, и вот сквозь эту призму я начал обращать пристально внимание на то, какую колоссальную работу он проводил вообще. Это не только в военный период, а в довоенный период, это и работа в археологии истории, да, в научной сфере. На самом деле, вот он, мне кажется, четко понимал, что время, само по себе время, оно разрушительно. Вот, это как дом, который построил и не живешь в нем. То есть через некоторое время начнет подтекать крыша, сыпаться там потолок. Да? Вот, именно так он относился к Абхазии и понимал, что в течение в определенном, в коротком промежутке времени нужно действовать. Еще одно, на мой взгляд, интересное лидерское качество в нем, то, что он никогда себя не выставлял вперед, не выпячивал, хотя, несомненно, являлся высочайшим лидером. Даже вот он делал огромные успехи в политике и заявлял, что я не политик. Да? Он обыгрывал гроссмейстера в мировой политике и говорил, я ученый-историк, я хочу заниматься историей. Да? То есть это такой момент, что люди, чувствуя, что он ставит себя внутренне не во главе них,
а как я простой ученый, я вот с народом, они сами его выставляли впереди себя. Если смотреть на весь путь, пройденный этим человеком, я думаю, что даже этот момент с болезнью, тяжелой смертью, он оставляет очень важный и нужный след в истории, в памяти. И для себя я его расшифровываю так, что если ты ставишь перед собой цель свободы, независимости, сохранения этноса абхазской нации, да, великую цель, если ты ставишь перед собой, своим примером Владислав показывает, что для этого нужно пожертвовать всем. Кризис государственности возникает тогда, когда средний гражданин считает себя умнее правительства. Так говорил наш великий Фазиль. Вот в период правления Владислава Григорьевича Арцеба кризиса государственности у нас не было.